Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга өкмөттүн 2018 жылдын 31 декабрындагы 667 токтому менен жактырылган ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-окууга киргизилүүдө. Ушул мыйзам долбоору энергетикалык тармактын ишкердик субъекттеринин бардык объекттеринин толук кандуу жана сапаттуу текшерүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорду 3-окууга даярдоонун жүрүшүндө мыйзам чыгаруу укугунун субъекттеринин редакциялык мүнөздөгү сын пикирлер жана сунуштар жазуу түрүндө келип түшкөн жок. К моему удивлению и большому сожалению, мой вчерашний доклад почему-то вызвал какой-то странный и негативный резонанс. Доклад на палате по законопроектам. Почему-то многие прошлись по моей 5-й графе «Национальность», отметили мой акцент, не соответствующий принятым нормам. Очень были недовольны тем, что я не выговариваю буквы «Р» в слове «Кыргызстан» и в других словах. Разве от всего перечисленного изменилась концепция рассматриваемого законопроекта? Или это повлияло на результаты голосования? Но вопрос, конечно, не в комментариях Фейсбука. Из всего этого я сделал очень интересный вывод, что на самом деле развитие кыргызского языка по большому счету не зависит от преподавателей, которые прикладывают все свои усилия, чтобы донести до учеников знания, постоянно совершенствуя методику обучения, не в учебных пособиях, не в количестве часов в школе, отведенных на обучение кыргызскому языку. Проблема прежде всего в нас самих и в отношении друг к другу, взаимоуважения и терпимости. Ведь многие, кто окончил школу с русским языком обучения, сейчас пожинают негативные плоды. Не хочу никого обвинять в том, что на сегодняшний день действительно многие не разговаривают на государственном языке и не владеют им, а многие ограничиваются общением только на бытовом уровне. И я не снимаю с себя ответственности личной за незнание, но я просто хочу обратиться ко всем. Помогайте, поддерживайте тех, кто старается, пытается и делает шаги по изучению кыргызского языка. Кто, несмотря на насмешки в школе, на работе, даже среди друзей, учит кыргызский язык. Учит потому, что любит своих друзей-кыргызов. Любит свою работу, где эти знания необходимы и не хочет ее менять. Любит произведения Айтматова, любит кыргызские фильмы, любит наши тои. И самое главное, любит свой Кыргызстан. Если сказал кто-то неправильно, исправьте. Подскажите с любовью и добротой, и ваша поддержка сделает то, что не может сделать ни один учебник кыргызского языка. Мне, конечно, не очень было приятно читать комментарии в Фейсбуке, но я постараюсь не опустить руки. Я буду продолжать учить кыргызский язык, я буду говорить на кыргызском языке, я буду петь на кыргызском языке. И надеюсь, вы мне поможете. И хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня в моем начинании. Спасибо большое. Өтө жакшы маалымат бердиңиз. Сизди колдойбуз ар дайым, Гүлшат Кадыровна. Адан эч кандай мындай уят нерсе жок. Сиз кече жакшы кыргызча доклад кылдыңыз. Биз сизди колдойбуз. Көрө албагандар ошентип айта берет. Көңүл бурбаңыз андай нерсеге, Гүлшат Кадыровна.